Полный захват 4 украинских областей, шокирующие действия Путина и его окончательный план. Известно, сколько еще хочет воевать Кремль. Звонок Путина и Трампа. Европа начинает ссориться. Что обсуждается? Известны новые неожиданные детали. Смертельная болезнь внезапно обнаружена у президента США. Что именно неизлечимо и остаются ли шансы? Начало новой наземной спецоперации. Атаки на земле и в воздухе. Что и где происходит? В России готовится снизить пенсионный возраст. Небывалое и то, во что трудно поверить. Жуткая трагедия в аэропорту Египта. Что могло случиться с гражданкой Казахстана в безопасном месте? Почти 30 погибших в США. Что произошло? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. До конца этого года полный захват 4 украинских областей. Таков окончательный план Путина, в который он искренне верит. По данным источников Bloomberg, Путин убежден, что армия РФ сумеет до конца года полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Из-за этого Кремль не настроен на серьезные уступки, пишет издание. Это якобы ключевой аргумент, с которым он подходит к возможному диалогу с Трампом, рассчитывая, что тот откажется от давления на Россию и попытается побыстрее закрыть войну. Это означает, что российский президент вряд ли предложит какие-либо реальные уступки Трампу. Во время их разговора европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться протолкнуть соглашение независимо от позиции Украины. Однако, по данным издания, даже собственные военные РФ не разделяют этот оптимизм. Беспилотники, оборонительные рубежи и укомплектованность ВСУ делают наступление слишком дорогим и неэффективным. Вероятность того, что Россия достигнет своих целей по завоеванию этих 4 регионов до конца этого года, очень низка. Если украинская оборона потерпит крах, то получить такое преимущество будет очень легко. Но пока такой сценарий кажется очень маловероятным. Западные аналитики считают планы Кремля нереалистичными, а европейские лидеры Мерц, Макрон, Стармер уже пытаются убедить Трампа не вестись на сильную позицию Путина и не соглашаться на плохую для Украины сделку. В то же время на переговорах в Стамбуле 16 мая Москва озвучила ультимативные требования и уже нарушила собственное предложение о перемирии, о чем Зеленский сообщил вице-президенту США Венсу и госсекретарю Рубио. Путин атакой роя дронов решил прощупать Трампа, пишет The Times. Накануне сегодняшнего телефонного разговора с президентом США Кремль устроил самый массированный налет дронов с начала вторжения. 273 ударных беспилотника по Украине за сутки. По версии The Times, это реальная проверка решимости США и лично Трампа перед переговорами о мире. Президент США якобы собирается требовать немедленного прекращения огня и намекать на последствия в случае затягивания войны. А вот как именно прекратится этот огонь, никто не уточняет. Параллельно Трамп проведет разговоры с Зеленским и лидерами ЕС. На фоне ультиматумов США европейцы тоже давят. Макрон требует 30-дневного перемирия, но Путин уже ответил: у нас достаточно ресурсов, чтобы довести начатое до конца. У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 22 году до логического завершения. Напряжение растет и на Западе. Премьер Италии Мелони не пришла на переговоры по Украине, обвинив Макрона в расколе, обидевшись, что ее не пригласили в группу по Украине, пишет Financial Times. А в это время погибшие в Киевской области, густой рой дронов и Москва, проверяющая границы терпения в прямом эфире. Позиция Путина, кажется, уже ясна. Никаких уступок, ставка на затяжную войну. Его цель — взять под контроль все, что он считает российским. Но на Западе все громче звучит обратное. Если Украина не сдастся, России этого просто не удастся. Сегодня Дональд Трамп должен созвониться с Владимиром Зеленским и Путиным. Что вы думаете? Что будет дальше? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Румыния и Польша без иллюзий. Антиевропейские силы снова в пролете. 2 страны, 2 голосования и 1 четкий ответ популистам, ультраправым и прокремлевским мечтателям. С европейского курса никто не свернет. В Польше во второй тур выходят Рафал Трzaskowski и Кароль Навроцкий. Ни один из них не выступает за сближение с РФ.
Ультраправые из конфедерации набрали чуть меньше 15% и остались за бортом. Финальный раунд 1 июня. Именно он решит, с кем Польша войдет в 2026. В Румынии уже все ясно. Во втором туре победил мэр столицы Никушар Дан. Он набрал почти 54%, обойдя ультраправого Симеона. Молодежь, города и диаспора сказали свое слово. Это не просто выборы, это отказ от реванша, от изоляции, от руки Кремля. И Европа услышала: мы с вами. Кремль мечтал об откатах, получил отпор, и это еще не финал. Политический шторм в Португалии. Правые победили, но в стране тупик. На парламентских выборах там победили умеренные правые, партия «Демократический альянс». Но победа без большинства, сформировать стабильное правительство не получается. А все потому, что второе место неожиданно заняли ультраправые, партия Чага. У них рекордный результат, и теперь они хотят в правительство. Но премьер Монтенегро уже жестко заявил: никаких сделок с ультраправыми не будет. Народ высказался и осуществил свою суверенную власть и заявил свою волю. Они однозначно выразили доверие правительству, нашему альянсу и премьер-министру. В итоге политический тупик и новые торги за власть. Европа следит. Вопрос не только в Португалии. Вопрос в устойчивости демократии в ЕС. У президента США выявили смертельное заболевание. Диагноз 46-го президента – агрессивная форма онкологии с метастазами в кости. Об этом сообщает The New York Times и CNN. Хирургическое вмешательство уже исключено, однако болезнь реагирует на гормональную терапию. Сейчас 82-летний Байден с семьей обсуждает варианты лечения. Диагноз поставили после обнаружения узла и обострившихся симптомов. Рак оценен по шкале Глисона в 9 баллов. Это самая агрессивная категория. Действующий президент Дональд Трамп выразил сочувствие и пожелал Байдену скорейшего выздоровления. Мы с Меланией опечалены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы передаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и ее семье, а Джо желаем быстрого и успешного выздоровления. Несмотря на тяжесть диагноза, медики подчеркивают, болезнь выявлена на стадии, когда возможна эффективная гормональная терапия. Байден остается под наблюдением врачей. Израиль разрешит ограниченный ввоз продовольствия в Газу, чтобы избежать голода. Однако текучка среди лидеров Хамас продолжается. Израиль нанес очередной жесткий удар по Хамасу в Газе. Вероятно, убит военный лидер Мухаммад Синвар, младший брат террориста номер 1 Яхьи Синвара. Саудовские СМИ сообщают, тело Синвара нашли в разрушенном тоннеле под европейской больницей в Хан-Юнисе. И вместе с ним останки 10 его приближенных. Израильские ВВС нанесли удар по этому району несколько дней назад. Операцию одобрил лично Нетаньяху. После того, как было установлено, заложников в комплексе нет. Израиль официально смерть не подтвердил, но министр обороны Израиль Кац заявил: официального подтверждения нет, но все признаки указывают на его ликвидацию. Израиль официально начал новую фазу войны против Хамас, наземную операцию «Колесницы Гидеона», сразу на севере и на юге сектора Газы. В бой брошены регулярные и резервные силы, задействована авиация. За несколько дней Цахал нанес почти 700 ударов по инфраструктуре Хамас, складам, тоннелям, позициям боевиков. Нетаньяху заявил, что операция продолжится до полного разгрома Хамас. Но вместе с ударами растет и число жертв среди мирных жителей. По данным Аль-Джазира, за выходные погибли 300 человек. Это все мирные люди, только мирные. Люди, которые вообще ничего не знают об этом мире. Совсем ничего, клянусь Богом. Они не имеют отношения к сопротивлению. Нет Бога, кроме Аллаха. Что я хочу сказать, везде были просто обычные граждане, одни гражданские, во имя Бога. Одновременно идут переговоры через посредников. В Катаре обсуждают перемирие, освобождение заложников и будущее Газа. Если договориться не получится, Израиль готов запустить план полного завоевания Газы. Анклав разделят на 3 зоны, введут пропуска и военные трассы. На местах будут блокпосты и гуманитарные точки под контролем армии. Официально Израиль это пока не подтверждает, но карта плана уже есть. Удары по Газе продолжаются, люди гибнут прямо в жилых кварталах. Всего, по официальным данным Минздрава Газа, насколько этому можно верить, конечно, с 7 октября 23-го погибли свыше 53 тысяч человек, 120 600 ранены. Фиксируется все больше ударов по больницам, лагерям, временным укрытиям. Даже если в тоннелях действительно был Синвар, цену за это платит весь анклав. Какое ваше отношение к этой ситуации? Обязательно поделитесь в комментариях, здесь и правда не все так просто.
В России готовятся снизить пенсионный возраст, но не для всех. У россиян скоро может появиться возможность частично списать долг по ипотеке и выйти на пенсию пораньше. Но есть нюанс. Нужно поучаствовать в войне. Про такие планы рассказала глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Свою инициативу думцы планируют озвучить заместительнице министра обороны, а по совместительству двоюродной племянницы Путина Анне Цивилевой. Предлагается снизить планку выхода на пенсию для участников агрессии против Украины на 5 лет. И других идей у них полно. Наше общество должно консолидированно высказать позицию о праве власти на ежемесячное выделение этим людям средств пожизненно, хотя бы в размере прожиточного минимума. То есть для ветеранов СВО пенсионный возраст будет таким же, каким был у всех россиян до того, как дядя Цивилевой в 2018 году провел реформу. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Есть только небольшой нюанс. Нужно как-то выжить на этом СВО. Как думаете, получится? Пишите в комментариях, обсудим. Пчелы против меда? Так называют этот протест в мире. На Канарах бунтуют против туристов. Да-да, именно тех, кто привозит туда миллионы евро. Тысячи местных вышли с жестким посланием. Канарские острова имеют предел. Им надоело жить в дорогих арендах, стоять в пробках из-за туристов и видеть, как застраивают пляжи отелями. Теперь они требуют стоп строительству, лимит на туристов, налоги за вред экологии и жилье для своих. Пока одни приезжают за отдыхом, другие теряют родину. Что ж поделать. А вы что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Жуткая трагедия в аэропорту Египта. Рекламный щит убил женщину прямо перед посадкой на популярном курорте. В зоне вылета аэропорта Шарм-эль-Шейха на пассажиров внезапно рухнула тяжелая рекламная конструкция. Одна из женщин погибла на месте. Ею оказалась гражданка Казахстана. Еще 2 ее соотечественницы получили травмы. Происшествие случилось перед посадкой на рейс до Астаны. Власти Египта уже создали специальную комиссию и пообещали разобраться. Министр гражданской авиации лично контролирует ход расследования. Смертельный ураган в США, десятки погибших, тысячи домов разрушены. Разрушительная серия торнадо накрыла центральные штаты. По последним данным, погибло не менее 27 человек. В округе Лорел, Кентукки, смерч сравнял с землей жилые дома, церковь и местный аэропорт. В Сент-Луисе, Миссури, торнадо с ветром до 225 км в час повредил более 5000 зданий. В Вирджинии люди погибли под упавшими деревьями и ЛЭП. Итоги катастрофы: 27 погибших, как мы и сказали, десятки раненых. Свыше 100 тысяч человек остались без света. В 5 округах объявлен режим ЧС. Власти предупреждают о новых торнадо в ближайшие дни. Это уже 3-е крупное бедствие в Кентукки за 2025 год. Губернатор штата называет происходящее новой нормой. Новой нормой уже становится и подобное высказывание некоторых одесситов. Со временем все агрессивнее и агрессивнее. Здесь лишних комментариев не надо. Посмотрите и оцените сами. Я не украинец, я русский. По национальности. А как называется российский костюм национальный? А черт его знает. Это... Здесь придумали вышиванку. Почему? Вышиванка сотни лет. Меня с детства приучили так, что дали, то и жри. Вообще Украина – это искусственно созданная страна. Вот когда Путин заберет Одессу к себе, в Россию, это российская территория. У нас будет все нормально. Почему вы туда не едете, если там лучше? Подожди, так это что, каждый раз надо переезжать? Поразительно, но некоторые даже поддержали такие высказывания. Это вообще нормально? Что вы считаете? Обязательно пишите в комментариях. А в это время за Украину продолжают гибнуть люди, в том числе и белорусы. Погиб Рыжий, белорусский доброволец из батальона «Террор». Он отдал жизнь, сражаясь на Купянском направлении. 26-летний Алексей Авдей пал 16 апреля, но новость об этом появилась лишь накануне. Эксцентричный, громкий, резкий, искренний, неумолимый и преданный своему делу. Так его вспоминают побратимы из белорусского добровольческого корпуса. Он погиб за свободу Украины и честь Беларуси. Памятаем, ганарымся, живе. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.